Спонсор передачи «Город женщин» – дом ткани «Якутюрье». Здравствуйте, дорогие телезрители! Как всегда, среда, с вами «Город женщин». И как всегда в среду, дорогая Мария Куницкая, любимая Анастасия Кондакова и я, Дарья Анкехова. Ну а сегодня наш эфир вдвойне красочнее, вдвойне прекраснее и удивительнее, потому что на календаре 7 марта. И завтра наш 8 марта. Наш праздник. И сегодня в нашей студии мы будем говорить именно об этом прекрасном дне. Не больше того, обратите внимание, дорогие женщины, мужчины и все наши телезрители, какая у нас сегодня студия. У нас волшебные цветы, мы словно волшебники в стране Оз. И все это благодарность нашей удивительной телезрительнице Марине Петровне Васильевой. Она своими руками сделала эти цветы и предоставила их нам. Марина Петровна, мы шлем вам пламенный привет с города женщин и еще раз благодарим вас за прекрасные цветы в нашей студии. 8 марта. И, естественно, тоже поздравляем с наступающим праздником. Конечно, мы обязательно еще перейдем к нашей непосредственной теме, ну а мы начинаем наш эфир. Что? Все? Итак, тема нашего эфира сегодня, конечно же, прекрасный праздник, 8 марта. Девочки, ну как вы отмечаете 8 марта, если не секрет? Для нас 8 марта это тройной праздник, потому что это день рождения моей дочери, моей свекровки и нашей бабушки. Боже! Представляете? Ничего себе, 3 дня рождения. Бедный твой супруг. Отлично. Не знает, кому делать подарки. Да-да-да. Маш, ты как отмечаешь? Ну, с семьей, конечно. Мы собираемся просто чаепитие, какое-то там застолье. Ну, у нас обычно, папа у нас как-то традицию завел. Он прямо с самого раннего утра обычно нам подарочки под подушку раскладывал. Как мило. Как мило. А у меня как-то все время этот праздник вот какой-то такой, знаете, весь такой сумбурный, как-то вот никогда ничего не планируем. И просто вот обычно, ну, всегда как-то весело и запоминающееся происходит. Это всегда в кругу друзей. Девочки, одни девочки собираемся, Да, друг другу правило, подарки да. дарим, как-то поздравляем и самые счастливые. Итак, Машенька, ну мы, как всегда, начнем наш эфир с твоей постоянной рубрики «Лайфхаки от Маши». Ежегодно 8 марта отмечают Международный женский день. Однако изначально данный праздник появился не как день почитания прекрасного пола. Как оказалось, еще в 1908 году далеко за пределами России 15 тысяч работниц вышли на улицы с лозунгами о равноправии женщин. Они прошли маршем, требуя сокращения рабочего дня и равных с мужчинами условий оплаты труда. А вот в 1913 году женский день был впервые отмечен в России, а именно в Санкт-Петербурге. Тогда цветов и подарков у женщин в руках, конечно, не было, но зато были плакаты, да и пустые кастрюли со скалками. Только через 50 лет 8 марта стало нерабочей датой и обзавелось собственным праздничным ритуалом. В этот день на торжественных мероприятиях государство отчитывалось перед обществом о реализации политики в отношении женщин, а работниц производства награждало грамотами. Так что труженицы тогда были в почете, а вот домохозяек пока еще не жаловали. Но постепенно Международный женский
женский день в России терял свой выраженный политический флер. И теперь современное празднование уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к прекрасному полу. Не одно десятилетие дамы отвоевывали себе внимание, так что дождались. Сейчас 8 марта является одним из самых популярных и широко отмечаемых праздников. Цветочные магазины особенно ему рады, ведь мужчины, юноши и мальчики стоят там очередями, чтобы прикупить первые весенние тюльпаны, нарциссы или ландыши. Кроме этого, представители сильной половины человечества дарят своим любимым и родным женщинам внимание, заботу и любовь. С наступающим, милые дамы! Побольше вам комплиментов в этот день, ну и, конечно же, подарков. Пусть каждый день для вас будет как 8 марта. Последний кадр сюжета мне понравился. Видели, маленький ребенок тащит букет больше размером, чем он. Вот это самое, может быть, приятное, что в праздник 8 марта, что мы на севере просто становимся окруженными цветами. Сейчас эти автобусы с цветами появились. Причем люди покупают и несут. Сейчас мужчины такие как-то под пиджак себе прячут, идут прямо надутые, как снеговики. И мне это очень, конечно, всегда нравится, вот это присутствие цветов в нашей жизни. Это самое приятное. Пусть даже они срезанные, но можно же подарить и в горшочке. И, между прочим, я сегодня хочу отойти от темы там шитья или каких-то таких вещей. Я хочу тоже сделать вам праздничный подарок. Может быть, дать совет вашим мужчинам или детям, или мальчикам, там, или девочкам, которые вас поздравят, дорогие мамы, сделать что-то необычное. Я сегодня предлагаю нам сделать мыльные пузыри, которыми можно играть. Для этого нам понадобится 2 чашки воды. Ну, я вот специально взяла большую вазу, чтобы было видно. Я наливаю 1 чашку, 2 чашку. Маша, а что значит с ними можно будет... А вот играть? сейчас увидите, значит, Да-да-да. глицерин нужен, он продается в аптеках. 2 столовые ложки глицерина. Насколько безопасно это? Дети... Это не, как обычные мыльные пузыри. И 2 столовые ложки моющего средства для посуды. Ну, какого-нибудь, желательно такого помощнее. Можно ферри, конечно, можно любого, который у вас есть, но такое густенькое. Вот 2 столовые ложки. Сейчас размешиваем. Хорошенько размешать. Надо размешивать так, чтобы не было пены. Чтобы растворилось, да? Да, и чтобы растворилось, и чтобы, знаете, вот так дети обычно взбалтывают. Чтобы, не так. Так, берем. И когда мы набираем мыльный пузырь, сейчас, секунду. Упс. Он не Покер должен, да? Нет, его А можно я поймать. всегда, вот у меня ребенок очень любит мыльные пузыри, но я всегда смешивала просто Вот, к моющее сожалению, средство с водой, и не получается эффекта. А вот, оказывается, в чем секрет. так, Нужно глицерин добавить... надо добавить. Но я вот все-таки иногда, я пыталась дома сегодня, у меня очень хорошо получилось. Надо глицерин именно столовую ложку и То есть пропорции. глицерин вот как Да, раз глицерин как вот этой- связующий этот самый компонент. Да что такое, я не могу надуть его. Ну, то есть все очень просто, да? В домашних условиях можно устроить себе праздник. Наверное, сейчас маленькие телезрители думают, где же найти глицерин? В доме, Нет, да, глицерин в чтобы- аптеке. Сейчас, секунду. Да что такое? Я разучилась надувать мыльные пузыри. Я теперь его поймать не могу. Итак, отлично. Ну и у нас, дорогие девочки, пока Маша увлеченно занимается Ловлей мыльного пузыря. да-да-да, мыльными пузырями. Как вам, вот интересно, кстати, девочки, был сюжет у нас, да? Мало ведь кто знает историю образования этого праздника. Маш, ты, наверное, больше всего у нас такая начитанная дама, да? Я даже статью писала про этот праздник. Вот, и еще раз Про можешь проанонсировать, Розу Люксембург и Да-да-да, Клару как- Цеткин. когда Девочки. появился этот праздник и по чьей инициативе, и как это все произошло? Ну, это все-таки революционный праздник был. И женщины, вообще, на самом деле, его даже сравнивают с праздником Пурим женским, он тоже приходится где-то в этих числах. И он вообще, на самом деле, немножко связан с ведьмачеством. Это такие, это самые языческие вещи. Но вот они приурочили, почему к 8 марта, потому что все-таки весной
все-таки женщина, как сказать, снимает с себя лишнюю одежду. Пробуждается. Пробуждается. Активизируется. Да, и хотелось что-то такого, видимо, этим двум женщинам, что-то сделать для себя любимых и для своих соотечественников, чтобы они стали более, так сказать, значимыми в жизни мужчин. Наверное, ради этого они это сделали. Чтобы все-таки мужчины их заметили. Девочки, Ну, их заметили. Конечно. девочки, Их ну, а заметили. я считаю, Они в историю что зашли. женщинам не надо работать. Если что, я вообще против равноправия. Я Отлично. считаю, что Ну и у что, женщины- дорогие друзья, сегодня к нам в студию мы пригласили прекрасных дам, которые также сильны характером, и не только, и у них очень интересная судьба. И мы приглашаем в студию Людмилу Ильясовну Вербицкую. Здравствуйте! Здравствуйте, Людмила Добро Ильинична. пожаловать в город женщин! Здравствуйте, с наступающим. Вас с наступающим также. А кто не знаком, хотя, наверное, я думаю, в республике нашей нет, наверное, практически ни одного человека, кто не знает, да, Людмилу Ильясовну. Людмила Ильясовна у нас заместитель министра здравоохранения нашей республики. Ну, еще раз, добро пожаловать к нам в город женщин и с наступающим вас 8 марта. Людмила Ильясовна находится в стане правящих мужчин. Да. Так сказать, в Работать- самом центре, в сердце правящей элиты. Вот не тяжело ли, Людмила Ильясовна, все-таки вы врач по профессии, да, по первой основной. Вот, Да. знаете, я хотела вам напомнить, вот в детстве девочки делали вот такие книжечки, дневнички, всякие писали там. Вы такое делали? Делали, конечно. Помните, там были У всех вопросы, это мои было. любимые актеры, мои любимые... Вот вы в детстве написали, мою любимую профессию, что там написали? Вы знаете, наверное, банально будет звучать, но действительно, вот с раннего детства я уже была готова стать врачом. Мужская профессия, заметьте, А, врачом. Да, дело в том, что действительно меня воспитывала бабушка. И история такая вот обычная, когда бабушки воспитывают, то вот это добро, которое есть у бабушек, Бабушки. только у них, не у родителей, не в обиду всем, да. Именно они воспитывают доброту, милосердие. Естественно, они болеют, и хочется помочь. И вот это искреннее желание помочь, не только бабушке, а уже потом понимаешь, что и всем, оно выросло вот в такую работу, в такой итог. Вот это любимая профессия, как вот вы же непростой путь прошли, вы хирург. Причем такой достаточно известный хирург были. Вы там какие-то первые операции на гортани делали, очень тяжелые. И вот фактически вы добились своим трудом должности такой мужской, опять же. Но вы не жалеете о том, что вы больше не оперируете? Есть, конечно, иногда желание подойти к операционному столу и сделать операцию. И знаете, самое приятное, что в этом, когда оперируешь детей, когда ребенок просыпается, он тебе обязательно будет улыбаться. Ну, мы сейчас немножко прервемся на рекламу, потом вернемся к нашему разговору. Итак, дорогие друзья, спасибо большое. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. И неспроста сегодня в нашей студии музыка, ведь у нас эфир праздничный, в преддверии 8 марта. И в студии у нас сегодня замечательная Людмила Ильясовна Вербицкая. И до ухода на рекламу мы поговорили с ней о том, как же она стала врачом, как она пришла к этой профессии, да. И сейчас мы хотели бы спросить простой примитивный вопрос, да, такой. Подскажите, пожалуйста, как вас поздравляют на работе? Ведь все-таки, наверное, большая часть вашего коллектива все-таки мужская, ну, если не больше, то, наверное, 50 на 50. Вот как вас поздравляют мужчины на 8 марта? Дарят цветы, говорят очень теплые слова. И очень много приходит от населения, от руководителей органов власти, от медицинских организаций. Очень много приходит открыток поздравительных с очень-очень теплыми, добрыми словами и пожеланием здоровья, успехов и любви, благополучия. Замечательно. У меня такой маленький блиц. Давайте вот 4 вопроса. Ваш любимый цветок?
такой примитивный. Пионы. 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 Ваш любимый цвет? Бежевый. Может быть, бежевый. Бежевый. Ваше любимое блюдо? Любимое блюдо. Вот достаточно сложно. Потому что следующие потом будем вопросы уже про... Ну вот, раз вам сложно. Вот вы человек такой публичный, во-первых, конечно, очень официальная должность у вас. Наверное, все-таки это отражается на характере, такой немножко жесткий характер, наверное, становится. Или у вас, так сказать, больше вы стараетесь все-таки сохранять в себе женственность, или вы чувствуете, что эта профессия над вами давлеет? Меняетесь ли вы дома? Нет, профессия не давлеет абсолютно. Просто я думаю, что внутренний склад и характер, и в том числе и гены, и в то, что тебя родители заложили, и воспитание, все равно характер себя проявляет. И, наверное, потом человек уже к должности идет благодаря своему характеру. Да, И я не думаю, что должность делает человека. Просто человек делает сам себя. Ну вот смотрите, допустим, вот все-таки, когда ты управленец и регулировщик, так сказать, людей, хочется иногда по столу стукнуть. Домой приходите, одеваете тапочки, допустим, хочется по столу стукнуть. Что такое? Почему здесь не убрали там или что-то еще там? Такое есть? Есть такое. Я иногда обижаю свою невестку, потом откровенно ей говорю: ты на меня, пожалуйста, не обижайся. Я из кабинета, да? И я рада, да, что мой сын и моя невестка, они в конце концов стали меня понимать, потому что действительно были моменты, когда надо было через это пройти. Потому что приходишь с работы, и вот эта нота, на которой ты работал, она сразу вливается в дом. Да. Приходишь и уже с таким же настроением, с таким же жестким взглядом. Вот, значит, все-таки есть это. Да, но вы знаете, что стало смягчать? Это внуки. Я думаю, что вот меня кто слышит, бабушки, Поймут, они да? однозначно скажут, что те женщины, которые были деловые, серьезные, когда появляются внуки, ты заходишь, дверь открывается, он кричит: ой, бабушка пришла. И все сразу. Все. Сразу бабушка. Все, поэтому нет ни замминистра, нет ни жесткой Вербицкой, нет никого, есть просто бабушка. У вас, кстати, даже фамилия Вербицкая, она такая вот, звонкие звуки у вас. Ну, да. У меня еще вот вопрос. Ну, раз мы дошли до того, что вы бабушка, что делают внуки, прежде чем приходят бабушки? Ты что приходишь, когда бабушки делаешь? Первое, поесть. Поесть. Что вы любите готовить? Вообще, вот как вы с плитой на ты, на вы или там, привет? Нет, достаточно, да, слава богу, я вот этот контакт не утеряла. Все хорошо, я стряпаю булочки, я стряпаю пироги. Булочки Вербицкой. Это и рыбные пироги, это и пироги с брусникой, это и беляши, это и чебуреки, это позы. То есть вот здесь разнообразие достаточно большое. Единственное, что, ну, понимаю, что это даже стряпаю, готовлю, но это даже не каждую субботу-воскресенье. То есть все-таки вы... Это не каждую субботу-воскресенье. У меня возникает такой вопрос. Это тоже Я своеобразный заметила, такой. что вы очень спокойная, такая гармоничная, уверенная женщина. В чем заключается секрет вот этого спокойствия, гармонии, внутреннего умиротворения? Это пришло с годами или вы уже Нет, были такой? это было действительно. Может быть, были иногда такие детские, подростковые комплексы, да? А знаете, что дает уверенность? Вера людей в тебя. И вот когда люди приходят и говорят, что помогите, Ну, вам, я, кстати, какая-то знаю, вам часто ситуация, приходят. да, и мы действительно, медики, делаем все возможное для того, чтобы людям помочь. Вот это самая большая вера, которая в тебя вселяется. Ты понимаешь, что ты нужен людям, а пока ты нужен людям, ты должен понимать, что ты должен дать людям то, что они хотят, обеспечить их тем, что должно обеспечить не просто качество жизни, да, а внутреннее душевное спокойствие, что люди придут, тебе помогут, что есть те, кто тебе поможет. Спасибо большое, очень хороший А у меня вот, можно вопросик конечно, от меня, конечно. пожалуйста? Вот я часто вижу вас в различных средствах массовой информации, да, и у вас всегда очень такой утонченный вкус. Вот даже сегодня вы прямо одеты, и туфельки у вас в цвет костюма. Вот это от вас, вот чувство вкуса, оно у вас все-таки с рождения было, или вы все-таки это наработали в себе? Это от мамы. Это от мамы, хотя я говорю, что меня воспитывала бабушка, но мама была на расстоянии, просто семья военных, и мамы чаще со мной не было, но тем не менее те годы, когда и то время, когда я с ней рядом была, все равно это стиль мамы. Это моей мамы, это икона стиля для меня она.
это лучший пример. А с годами все это, видно, накопилось, и вот во что-то уже само собой разумеющееся. То есть нет вот этой строгости, да, Да. вот черный пиджачок, белая рубашка, у вас очень яркие такие тона, и при этом вы очень галантно выглядите. Спасибо. Вы когда подходите к зеркалу, вот уходите утром, вот последний, знаете, бывает, у вас зеркало в коридоре стоит, когда перед входом вы? Ну, есть. Вот вы прощаетесь с домом, смотрите на себя и говорите: «Ой, хороша». Говорите так? Говорите вот честно, вот вы о себе, вот какого Нет, мнения? хороша не говорю, там красавица тоже не говорю, но говорю о том, что образ не неряшливый, да, и общая удовлетворенность просто о том, что могу вот так выйти из дома, наверное, только в этом. То, А что... когда идете по коридору министерства, вот идете, у вас осанка, и вы понимаете, что вы ловите на себе взгляды мужчин. Такое есть? Честно. Нет, честно, нет. Почему? Потому что мы не идем с гордой осанкой. Мы, к сожалению, куда-то бежим. Потому что когда бежите, вы ловите Да. на себя восхищенные взгляды Все мужчин. равно бежим. Не знаю, не успеваешь ловить, потому что уже в этом телефоне уже что-то надо ответить. К сожалению, сегодня это так. А вот тогда возвращаясь все-таки к нашему замечательному празднику, как вы отмечаете 8 марта? 8 марта отмечаем так, значит, с утра поздравления все равно, да, с утра подарки, к обеду начинаем что-то готовить, к вечеру справляем, но между всеми этими мероприятиями обязательно присутствуют элементы работы. То Потому есть что все-таки у всё вас равно выходной завтра? Завтра выходной. Есть выходной. А вам есть кого-нибудь поздравить? Конечно. Вы готовите сами подарки на 8 марта? У меня есть очень близкая подруга, да, вот, и есть моя невестка, и есть моя дочь. Вот эти 3 человека, которым Которые я обязательно всегда Это говорю хорошо, чтобы теплые всегда слова. было кого поздравить. Теплые Ну что, слова и- спасибо большое, Людмила Ильясовна, что посетили наш эфир. Мы опять же поздравляем вас с наступающим 8 марта и желаем вам всего самого наилучшего. Счастья. Вас главное. Спасибо вам. И большое. здоровья. Спасибо. Заместитель министра здравоохранения. Вам здоровья, счастья и любви. Спасибо. Я с девочками вот. Итак, дорогие телезрители, с вами я, Анастасия Кондакова, учитель английского языка, и моя рубрика «Английский язык». Итак, очень много учеников, взрослых ко мне подходят и спрашивают: Анастасия Сергеевна, объясните, пожалуйста, в чем же заключается разница между теми или иными предлогами? Да? То есть предлоги в английском и в русском языке у нас отличаются. Да? И я хочу сегодня дорогим телезрителям и девочкам раскрыть вот эту тему предлогов. Какой предлог, в какой ситуации мне нужно использовать. Итак, самый распространенный предлог, который люди путают, это предлог in. Как переводится, девочки, in? В. Да, в. Но вот этот предлог in, девочки, мы, оказывается, используем, когда мы непосредственно находимся в каком-то помещении, да, где-то, то есть физически. Допустим, если я хочу сказать «я в студии», да, то я использую именно вот этот предлог in. Но что же касается, вот иногда хочется сказать, да, такое, допустим, я там на празднике, да, ну хотя там на празднике звучит немножко по-другому, да, по-русски, но здесь мы используем совершенно другой предлог, это at, да, at. At предлог тоже у нас переводится в, на, да, и я его использую, когда я нахожусь в каком-то абстрактном помещении, в абстрактном месте, да, допустим, если я хочу сказать на празднике, то я использую предлог at. Знаете ли вы, что в английском языке кинотеатр, да, cinema, это тоже является таким абстрактным, да, понятием, то есть нету такого, ну, cinema переводится кино, то есть я не могу физически находиться в фильме, да, и поэтому я использую предлог at, то есть, чтобы сказать я в кинотеатре, я говорю как? In the cinema. Нет? Нет. At At cinema. the cinema, да, потому что я бы cinema это сказала как in the переводится cinema. кино, да, но я не могу внутри фильма находиться, да, поэтому я использую предлог at. Вот, Ага. век И живи, следующий- век учись. Я бы точно сказала in the cinema. А это неправильно. И следующий предлог, последний, это on, да, который часто On очень the table. да, который На. часто Да. путают, это на. Также at и on это на тоже, да? Да, девочки, оказывается, on я использую, когда предмет непосредственно на чем-то Вот. On the лежит. table.
Да, то есть идет соприкосновение, да, с предметом. То есть, да, вот это вот физически где-то находится, физическое соприкосновение. А если я на земле, допустим, я должна сказать Да. Если Он- ты хочешь, имеешь в виду Земля как планету Земля, да. то Эд. да. Ну, а если ты хочешь сказать, вот я на Земле, да, Кошмар, как то сложно. тут физическое соприкосновение идет Ты ом. понимаешь, что ты должна сначала понять, Подумать, что что я хочу сказать. Да, что ты хочешь сказать, на какой Да. земле ты вообще? Вообще на Да. земле ли я? На земле ли ты, да? Знаете, такой вот я немножко блиц-опрос буду спрашивать. И, ну-ка, Маша, скажи, пожалуйста, как мы скажем, какой мы будем предлог использовать, если я хочу сказать «я в аэропорту»? О, in airport. Оказывается, нет. Аэропорт — это такое, оказывается, абстрактное понятие в английском языке, поэтому мы At используем предлог Airport. at the airport, да, то есть это надо airport. запоминать. At the airport, at the cinema, да, in the studio, в студии находимся, и on the table, то есть физическое На столе. соприкосновение. Ну что, спасибо, Настенька, как всегда, обучает нас английскому языку. Ну а мы уходим на короткую рекламную паузу. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш праздничный эфир. Вы смотрите «Город женщин». И Анастасия Кондакова продолжает обучать не только нас с Марией, но и всех телезрителей английскому языку. Итак, дорогие телезрители, я напоминаю, что мы продолжаем тему предлогов. Да, сегодня девочкам и вам, телезрителям, я напоминаю, возможно, кому-то, кто-то слышит, возможно, в первый раз. Итак, следующий предлог – это to. Да, его очень часто тоже путают, и не знают, когда именно его использовать. То есть, Маша, ты его так оказывается, используешь? оказывается, предлог to я использую, когда я иду из пункта А в пункт Б. Да, то есть по направлению, да, по направлению. А точнее, не по направлению, а куда-то вот именно, из пункта А в пункт Б. То есть, если я хочу сказать, я еду в Москву, то есть я как бы еду с Якутска в Москву, поэтому я использую предлог to. Да, куда-то. Следующий предлог это from. From. Как, вы знаете, как Из. переводится from? От. Да, Из куда-то, да. от. То есть письмо от кого-то, да, from somebody, там и так далее. Следующий предлог это towards. Towards. Вот он как раз-таки переводится по направлению, по направлению. То есть, если я хочу сказать, что я иду по направлению, там, я иду по направлению, там, не знаю, посмотреть Big Ben, допустим, да, то я использую слово, предлог towards. Так, следующее, что у нас еще осталось? Самый страшный предлог, это когда по-русски он звучит с, а по-английски with. Ужас. Так, следующее, это у нас by. Да? Вот towards тоже, я бы в жизни не подумала, что это предлог. Я думала, это слово. Это предлог, оказывается. Так вот, в английском языке вы заметили, наверное, что одно слово имеет очень много переводов. Да? Допустим, by у нас переводится к какому-то времени или какому-то времени и получается рядом. Рядом. Угу. By переводится к какому-то времени и рядом. То есть, если я нахожусь рядом с чем-то, то я использую. Ну давай попрактикуем. Может, телезрители тоже к нам Тутубай. Да-да, подключаются к нам наши дорогие телезрители, и прямо у экранов телевизора мы попрактикуем. Ты нам говори, а мы попробуем что-нибудь. Так, ну давайте. Даша, скажи мне, пожалуйста, переведи такое предложение. Я иду к своей подруге. Прямо сейчас иду? Да. I'm going to my friend. Да, получается, ты как бы из пункта А в пункт Б, поэтому ты Использую используешь предлог to. Ага, Маша, скажи мне, пожалуйста, я получила письмо от Даши, допустим. Угу. Да-да. Я забыла слово «получу». Got. I'm got, я имею, да? I'm got letter from Dasha.
from Даша, да, правильно, да, вот это вот используем. Так, ну-ка, давайте попробуем теперь, Даша. Чашка лежит на столе. Нет, чашка стоит. The Стоит, cup, стоит. the cup is standing on Да, the просто table. stand, наверное, не надо. The cup is on On the table. Так, и часто вот обычно у меня спрашивают, допустим, допустим, какое-то здание, да, находится там где-то. Допустим, здание студии находится на улице Орджоникидзе. Как мы скажем? Ну-ка, Даша, попробуй. Творц, да? Да, вот это вот часто Towards. путают. Как вы думаете, здание, студия находится на улице Орджоникидзе? Ну как? The TV На Studio. улице это, значит, да? Studio. The studio is, is on Orджоникидзе Street. правильно, on Орджоникидзе Street. Мы используем предлог on. В общем, здесь нужно сначала подумать, да, Да. о чем ты хочешь говорить, и тогда все Как правильно по-русски можно. нельзя сначала сказать, а потом подумать. Да, здесь Здесь наоборот, нужно нужно наоборот. сначала подумать, а потом а потом сказать. сказать. Так, Итак, И- спасибо большое, Настенька, за прекрасный урок английского языка. Ну а мы продолжаем наш эфир. Итак, ну что ж, наш праздничный эфир в самом разгаре. И сейчас в эту студию мы хотим пригласить прекрасную, очаровательную Наталью Савинову. Девочки, наверное, вы ее узнали, как она только появилась в нашей студии. И дорогие Здравствуйте. телезрители тоже. Ведь Наталья Савина у нас, ну, в прошлом, надо сказать, девичестве, да, Наталья Олесова. Она является у нас мисс Якутия 2012 года. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в город женщин и примите наши искренние поздравления с наступающим 8 марта. Позвольте вас также, и дорогих телезрителей, поздравить с международным праздником женским. Счастья вам, семейного благополучия обязательно, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях. Спасибо большое. Наталья, ну что, ты для нас вот эталон женственности, красоты. Ведь ты завоевала титул мисс Якутия 2012 года. Вот давай немножечко вспомним то время, как это было, и вообще с чего все началось, и как вдруг ты решила принять участие вот в таком серьезном и достаточно престижном конкурсе. Ну, наверное, это мне все вот эти вот навыки, да, выступления на сцене и так далее привила мама еще с детства, прям с садика, да, постоянно во всех, получается, мероприятиях культурных, спортивных, да, и где нужно защитить, например, определенную какую-то тему, да, вот всегда вот, получается, мама меня продвигала, Мама говорила, как иди продюсер, защищай. да, сама как режиссер везде. Меня всевозможно... то есть мама Так. сыграла огромную роль в вашей жизни? Да, да, и за это ей большая благодарность. Ага, вот, получается, в 2012 году я закончила Якутский музыкальный колледж имени Марка Николаевича Жиркова. А по специальности По что? специальности национальная культура. Ну, там у нас обучают и музыкальной грамоте, и инструментам различным, и национальным, и То есть вы такая народным. творческая, То есть да, Наталья у нас девушка? музыкальный, да, натуры человек. Закончив музыкальный колледж, да, я вот поступила в институт арктический, и уже по специальности менеджмент. И получается, во время того, как я вот, во время абитуры проходили конкурсы красоты с августа месяца. Там различные, его прям такой большой бум был конкурсов, прям друг за другом они шли. И ты, как активистка с детства самого, да? На самом деле я на кастинг вот не ходила, даже, ну, как бы вот за новостями не следила. Меня заметили, получается, во время обеда в одном из ресторана нашего города. И подошли и сказали: девушка, у нас вот будет докастинг, ну, и вы можете подойти? Я так смутилась прямо, ой, как бы
извините, я как бы от этого, ну, Мира далека. ну как далека в школе, вот институт, а тут уже более такой республиканский. Взрослая жизнь, да? Да, как бы для меня это был такой прямо шок. Это, ну, вы все-таки подумайте сегодня и завтра подойдете. Я помню вечером, помню, также поговорила с друзьями, с подругами, да, и с родителями обязательно. И они сказали, как бы, ну, почему бы и нет, попробуй. Наталья, у меня вот такой вот вопрос родился, да, можно сказать. Вот у вас, наверное, я заметила, что у вас очень красивые фотографии, да, вы прямо очень красиво получаетесь, и вы в жизни очень красивая. А вот, допустим, нам, простым женщинам, да, мы когда в зеркало смотримся, все такие, оп, оп, как будто красивая, да, а потом фотографируешься, и тут... Кто меня так сфотографировал? В чем, ну, как вам получается, то есть это же надо как-то настроиться, да, во время фотосессии, как-то Вы так вот. этому обучались? Вот Да, как таким это у вас так позированием, да? получается? Или все-таки это у вас получается и в простых? На самом деле я скажу вам, что не на всех фотографиях я могу получиться все А равно. вы выбираете. Фотосессия, да, она такая, прям процесс такой, где очень много фотографий и выбирают самую выигрышную, да. А в жизни я мало фотографируюсь и не всегда себе могу нравиться на фотографии. Хорошо, значит, вы все-таки как мы. Мисс Якутия примерно такая же, как и А у вы, меня да, вопрос. простые Вот вы девушки. говорите, вы на кастингах с детства. Помните свое самое первое выступление? Да. Это что было? Я тогда училась в первом классе в деревне Луханан, Хангаласского Луса. Там был мой первый конкурс красоты «Корячайная Ко». У меня есть лента 99-го года. Спасибо. Как здорово, да? И вас мама туда отвела, да? Да, конечно, мама меня всегда готовила. Что-то через «не хочу», какую-то там, не знаю, определенную речь, да? Прям требовательно, обязательно, вот вообще А мама у вас строго. тоже относится к этой сфере, да? Или она Мама у просто- меня в 90-х годах тоже участвовала в конкурсах красоты. Ага, и тогда, если не ошибаюсь, передача Сардана была, и там вот тоже девушки. А как маму зовут? Любовь Олесова. А у вас есть братья, сестры? Я единственный ребенок в семье, но меня достаточно строго воспитали, требовательно. То есть... Девочки, ну, хотелось бы отметить, что сейчас у нас Наталья молодая мамочка. Ее малышу еще нет и года, и поэтому сегодня она, вот, ну, можно сказать, еле как успела на наш эфир. Оторвали от ребенка. Да, вот бедную расскажи мамочку. теперь немножечко с этой стороны. Какая ты мама? И вообще, вот ты почувствовала вот это вот ощущение материнства, да? И сразу же ли ты поняла, что твоя жизнь изменилась с появлением ребенка? Я скажу, что, наверное, каждая женщина, родив первого ребенка, тоже вместе с ним растет, да? Тоже немножко начинаешь понемножку все понимать, вот все по ходу как бы появляется, да? Вот какие-то да, чему-то? инстинкты, навыки, и самое главное, начинаешь понимать родителей. Так, кто у вас, мальчик, девочка? Мальчик. Значит, конкурс красоты в первом классе ему не грозит, да? А почему нет? На мистер Якутия пойдет. Ну это же не первый класс. Ну, я бы хотела, чтобы он больше по спорту, наверное. Спортсменом Да. стал, да? Но вы будете такая же настойчивой, как ваша мама? В чем-то, да, в чем-то немножко дам выбрать ребенку самому свое. Все-таки дашь право выбора, да? Да. Ну что, спасибо большое, Наталья, что посетила наш эфир. Мы поздравляем тебя с наступающим 8 марта. И, конечно, желаем тебе и твоей семье всего самого-самого лучшего, а главное, здоровья твоему малышу. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, мы уходим на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Итак, в городе женщин сегодня замечательный день. У нас сегодня 7 марта на календаре, ну а в душе у нас уже
8 Весна. марта. Весна и 8 марта. Итак, девочки, продолжая эту тему, вот хотелось бы спросить, наверное, многие мужчины сейчас в панике, в поисках подарка для своих любимых. А помните ли вы, допустим, самый такой яркий подарок? Ну, кто вам подарил? Может быть, в детстве, в садике мальчик, может быть, брат, может быть, папа, а может быть, и супруг. Вот, Маша. Я помню самый смешной свой подарок на 8 марта. Причем это была моя такая прямо любовь, не любовь, не любовь была. Просто страстная любовь со всеми вытекающими из этого последствиями. Вот. И мне подарил молодой человек подарок заводного кролика с красными глазами. Заводного кролика? Такая маленькая игрушка заводная. У кролика На был полном белый. серьезе. Да, ну, он такой миленький был, с красными глазами. И когда заводила, он истерически прыгал по столу. Я не знаю, мне тогда, конечно, показалось хорошенько, но когда, вот так сказать, через некоторое время я разбирала вещи, нашла этого кролика, я его, значит, завела, он стал скакать, у меня был истерический хохот, я не могла Девочки, остановиться. у меня возникает вот такое предложение, да. Очень многие женщины думают, что мужчина сам догадается сделать мне сюрприз, подарит там то, что я хочу. Но такого в жизни не бывает, да. Я уже 16, ну, не 16, где-то около 14 лет замужем, да, и я могу вам сказать на своем собственном опыте, что мужчине надо говорить, что надо тебе дарить. Так, мне нужно вот это, такого-то цвета, Ну, в а таком-то где же эффект магазине. сюрприза? Нет, такого не бывает. Мужчина, вот мы, женщины, думаем, да, что вот сюрприз можно сделать, а мужчина, у него голова по-другому устроена, он на это, ну, так не думает. Бывают, конечно, редкие случаи, когда сюрпризы, да, можно строить, но Настя это прям очень редко. категорично, да, супругу говорит, я хочу это, Да, это. А да. если не будет этого? Ну, тогда что-нибудь другое. Нет, можно, Ну, нет, похоже. если вот Настя на самом деле права. Я список можно отправила сделать, даже. да, можно сделать таким образом. Можно ему за неделю до праздника или за 2, Составить список. нет, сделать, допустим, точно сосредоточиться, что тебе нужно, и слать ему смс-ку. А где-то за 2 недели прекратить. Еще есть фотографии желательно. А, Да-да-да. еще фотографии, ассоциации. Да, У ассоциации, Настюси все ассоциации. ассоциации, да? Итак, дорогие друзья, ну, Хочу правда, красные перчатки. И так, перчатки, так, перчатки, я так и перчатки. делаю. каждый день по одной Каждый день перчатке, по одной перчатке. Потом Хочешь, девушка не с хочешь? перчатками. Отлично. Ну вот как Настя говорит, что мужчины мыслят немножечко по-другому, да, и все-таки их надо ставить перед фактом. Но в нашем городе женщин сегодня был один мужчина. Да, у нас Девочки, сегодня был мужчина. И давайте пригласим его в студию. Его зовут Михаил Поликшанов. Это у нас молодой музыкант, саксофонист. Проходите, пожалуйста. Мишенька, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходи, Здравствуйте. пожалуйста. Здравствуйте. Присаживайся к Сегодня нам нас в наш целый день малинник. Украсили наши Да, эфир радовали сегодня. музыкой. Итак, дорогие друзья, сегодня потрясающий молодой виртуоз, саксофонист, музыкант нас порадовал. И порадовал не только нас, а всех телезрителей чарующими нотами вот саксофона. Миш, ну ты у нас сегодня выполняешь роль единственного мужчины вот в городе женщин. Вот хотелось бы узнать, во-первых, сколько тебе лет? Во-первых, сколько тебе лет? Мне 19 лет, я учусь на 2-м курсе юридического факультета нашего университета. Юридическая, думала, вы музыкант по профессии? Нет, это как хобби идет. Вот Для оно что, души. интересно, да? То есть Итак, как думает юрист? Юрист саксофон. Да. Как романтично. Юрист, саксофонист. Как ты считаешь, вот какой должен быть идеал вот у женщины? Вот как она должна выглядеть? Какая должна быть по характеру? Ладно, внешность не берем, давай характер. Мне кажется, как говорится, плохих характеров не бывает, как и плохих людей. Мгм. Я думаю, что для каждого человека, для каждого мужчины, он подбирает сам себе девушку и находит. То есть нет определенных каких-то критерий, там, нет, что-то не нравится, просто вот если человек подходит, Моё. он сразу Я- понимает, что это мое. И все, больше ничего не надо. Знаете, что я хочу сказать, дорогие телезрители и гости, девочки, что это большой миф, то, что мужчина выбирает свою женщину. На самом деле, это женщина выбирает мужчину. Мужчина даже об этом не догадывается. Настя сегодня прям категоричная такая, да? А раскрыла- я раскрыла главную вспомнила тайну шутку. всех Не женщин. бывает ни плохих, ни хороших людей. Бывают плохие юристы. Да? Почему-то Я я не слышал вспомнила вот такой эту шутку. Идиотскую. Отлично. Миша у нас не из тех. Хорошо, Нет, Миш, он еще а не вот юрист, он подскажи, учится. как ты отмечаешь 8 марта, кому ты даришь подарки и зачастую какие подарки? Кого ты поздравляешь в этот день? Во-первых, хочу сначала поздравить весь женский коллектив, который здесь находится 8 марта, присоединиться. И я заметил, что главным признаком, что 8 марта наступает, это вот ты выходишь на улицу, там стоят большие автобусы с цветами. Вот, я говорю. Это самый главный признак 8 марта. А насчет подарков, у меня в семье есть мама, сестра и девушка. Вот.
И как бы считаю, главным подарком для любой девушки являются цветы основным Да, в этот момент. Потому что вот цветы, вот цветы. Мне кажется, это основополагающее. А дальше уже мы должны выбирать как бы из предпочтений и понимать, что хочет женщина. Как в кино прямо. Ну вот мы, Что к хочет примеру, уже женщина? говорили, вот как нужно правильно намекать. Настя отправляет списки, да, фотографии, картинки. Вот в твоем случае, как тебе намекает мама, сестра или девушка конкретно тебе о том, что они хотят на 8 Представляешь, марта? 3 списка у тебя в руках. Господи, их не перепутать надо. Ну, как Ты можно сказать, обсуждаешь это? с кем? С родителями? С мамой? Ну да, с кому ты даришь подарки на 8 марта. Обсуждаешь или Нет. все-таки сам? Я просто смотрю и понимаю, например, нахожусь с девушкой или с мамой какое-то время. И Наблюдательность, да? да, и она в какой-то момент все равно обусловится, мне не хватает того-то или нет чего-то, чего-то. Да, видите, нужно Да. все равно сказать. Нужно поймать Да, момент. то есть надо, говорю, нечаянно говорить все-таки, да. Вот Мне не Миша, хватает Мне шубы. кажется, это главный талант девушки, намекнуть аккуратно, чтобы никто не понял. Вот Все-таки Суперспособность. женщина должна сказать. суперспособность. любой Ну девушки. что, дорогие друзья, сейчас мы будем развивать эту суперспособность. Дело в том, что самое время перейти к нашей постоянной рубрике Beauty Time, где мы вновь будем обучаться секретам визажа. Внимание на экран. Здравствуйте, дорогие девушки и женщины! С вами визажист-стилист Яна Мария Назарова. Я использую косметику от Inglot. Косметическое масло для лица – особое уходовое средство для обновления, увлажнения и восстановления каждой клеточки. Масло пробуждает внутренние ресурсы клеток, стимулируя обменные процессы, продлевая молодость кожи. Тональная основа HD легко наносится и придает естественный вид, поглощает и предотвращает излишки жира на лице. Довольно плотная основа, идеально подходит для жирной и комбинированной кожи. Основной оттенок теней номер 356. Я смешиваю два оттенка 390 и 357 для глубины взгляда. Третий оттенок мерцающий под номером 152. Черным жирным карандашом Каял подчеркиваем нижнее веко и слизистую, тщательно растушевав. Благодаря специальной формуле карандаш мягко очерчивает контур глаз, создавая бархатистый эффект. Светлыми тенями в оттенке 356 растушевываем границу карандаша. Карандашом Каял прокрашиваем межресничный край. Оформляем брови оттенками 567-557. Тональной основой стик высветляем область под глазами. Он скрывает несовершенство кожи и пятна, гарантирует длительный маскирующий эффект. Компактная пудра с эффектом загара создает легкий мерцающий эффект, делает кожу сияющей. Универсальная пудра 5 цветов. Ее можно использовать как хайлайтер и румяна, и самостоятельно как тени. Контурный карандаш с точилкой. У него идеальный матовый эффект. Оттенок 38. Дорогие женщины, с наступающим 8 марта! Любите себя и будьте любимы. Самый лучший подарок на 8 марта – это косметика от Inglot. Ведь Inglot заботится о нас и дарит красоту уже с 1983 года. До новых встреч! Пока-пока! По переводу.
Итак, дорогие наши телезрители, время нашего эфира подходит к концу. Но мы от города женщин, в частности, от Марии Куницкой, от Анастасии Кондаковой и от меня желаем вам вот такого прекрасного цветочного настроения. Цветение, полного цветения. Конечно, Куча подарков женщинам. По спискам. Да, по спискам. Отлично. И, конечно, мы желаем вам, пускай 8 марта будет не только завтра, а пусть оно будет каждый день в вашей душе и в вашем сердце.